Не прощайся, наш дружочек, заливаясь под окном, мы прокатимся разочек на трамвайчике речном. Он гудит тебе гудком, ты ответь ему звонком. Пляшет весело болтам за горой ваша девочка, одна дай рукой. Не грусти, не унывай, электрический трамвай, мы тебе вернемся с песней вот какой. Не теряйся, наш дружочек, заливаясь под окном, мы прокатимся разочек на трамвайчике речном. Он гудит тебе гудком, ты ответь ему звонком. Вот виднеется земля и причал, на прощанье ветер нас раскачал. Ну-ка двери открывай, электрический трамвай, ты, наверное, в разлуке заскучал. Не печалься, наш дружочек, заливаясь под окном, мы прокатимся разочек на трамвайчике речном. Он гудит тебе гудком, ты ответь ему звонком. Добрый день, дорогие друзья! Начинаем гала-концерт республиканского молодежного конкурса поэтического мастерства, художественного и музыкального прочтения поэтического произведения «Живое слово». Xeyirli gün beylisilər həm tamaşaçılar Башкортостандагы 7 калаһын һәм 9 районын берләштергән матур әдәби кисәләрне күрүебезгә бик шатбыз. Конкурс был посвящен Году семьи в Республике Башкортостан. Источник счастья, так звучит тема поэтической битвы, в которой приняли участие около 90 человек от 15 до 35 лет. Но только 50 человек были отобраны во второй очный тур, который прошел вчера в этом зале. И сегодня многие из участников выйдут на эту сцену, порадовав нас своим мастерством. Конкурс был организован Республиканским центром народного творчества при поддержке Министерства культуры Республики Башкортостан. И мы приглашаем на сцену для приветственного слова лауреата всесоюзного конкурса разговорного жанра, ведущего мастера сцены, заслуженную артистку Республики Башкортостан и председателя жюри Гульсумию Мазгаровну Сидикову. Встречаем! Добрый день! Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые гости, уважаемые участники конкурса. Я искренне поздравляю победителей этого конкурса, а также участников конкурса «Живое слово». Я не знаю, кому как, мне лично очень понравился конкурс, потому что у нас, оказывается, очень талантливая молодежь. В нашей республике очень много поющих, музыкальных ребят, но я не думала, что столько много талантливых читающих. У меня, дорогие друзья, очень много знакомых моего возраста, поэтов, писателей. Они все время постоянно ворчат, что наши молодые ребята не читают, не знают поэзию, не интересуются. Оказывается, неправда. Читают, знают, да еще как читают. Давайте поаплодируем сами себе, дорогие друзья. Молодцы! Приехали из разных районов. Были разные конкурсанты. У кого-то прекрасный, звонкий голос, у кого-то прекрасное мастерство актера, а кто-то настолько красиво преподнес свой номер, даже слова не слушали, а просто смотрели на конкурсанта. Понимаете, самое главное, что меня обрадовало, это то, что не было ни одного участника пустого, равнодушного.
Ведь иногда бывает, смотришь, вот приходит парень и говорит: ой, ну типа такого, ну сказали там поучаствовать, и пришел, почитал и пошел. Вот таких ребят не было, дорогие друзья. Искренние были, у них глаза горели, поэтому я очень-очень рада. Живое слово. Что такое живое слово, дорогие друзья? У нас в нашей республике есть талантливый драматург, писатель Ангам Атнабаев, был, вернее, мархумида. Вот у него есть такое произведение, называется «Человеку всегда не хватает чего-то». И в самом деле, человеку всегда не хватает чего-то. Этого, одного, другого, третьего. Человеку не хватает денег, человеку не хватает самолет, человеку не хватает неба. А приходит такой момент человеку, хватает одно маленькое слово, живое слово, чтобы подняться и идти дальше. Вообще, этот конкурс, поэтический конкурс «Живое слово» направлен на выдвижение талантливой молодежи нашей республики. И я очень надеюсь на продолжение этого проекта, этого конкурса. Желаем успехов в дальнейшем. Ну что ж, еще раз искренне поздравляю всех и начинаем гала-концерт. Ну а семья – это свет, что незримо и щедро озаряет всю жизнь и сопутствует нам. Это творчество, где ни последних, ни первых, где радость и горе всегда пополам. Дом – это место, где тебе хорошо, спокойно, уютно тебе и легко. Дом, где тебя обязательно ждут, и мама с нянейкой к обеду зовут. Дом – это место, где ты родилась, деревня, в которой живешь, веселясь. Дом – твоя большая семья, где каждый очень любит тебя. Дом – это родина твоя, где родились и ты, и я. Bir пароход, тутей, огый берде толкын яра. Палубға түбетейлі сабаталы молай бара. Ойда бара, тұқсы езді бір қағына. Білмей әлі қоғылырын, ненді юрмыш тұтқағына. Моя семья – надежный крепкий тыл. Со мной мать, отец, сестренки, братья. Здесь могут охладить ненужный пыл. Здесь я делюсь любым мгновением счастья. Ах, дом родной, веду сюда друзей, найду любовь, вторую половину, но время мчится каждый год резвей. Цените, люди, каждую морщинку. Любимый дом, как я спешу к тебе, порог вот этот мне знаком до боли. Иду, бреду по собственной судьбе, чтоб ты был мной хоть капельку доволен. Есть уголок на всей земле, в прекрасной маленькой стране, где каждый искренний народ его как матерь бережет. Поверьте мне, мои друзья, тот уголок забыть нельзя. Ведь есть у каждого из нас тот дом, где вырастили нас. Здесь веет нежностью, теплом, как хорошо, уютно в нем. И радость жизни дарит нам любовь отцов и наших мам. Родители всегда простят, своих детей благословят. Им поклонимся до земли, они нам Господом даны. Ата йортын атып еберділер. Төлеп олар хақтар тапмадым. Қиықта алып тұрам бүгін, ауылымның батыл қапқанын. Хиял құрамызым, байырмында, мен болармын бір ақсалы. Атай алған йортты қайтарырмын. Инәкейім баққан, бақсаны. Земля, земля родная, колыбель твоя, пусть к ней любовь горит неугасимо.
Она ветрами, запахом полей влила в тебя живительную силу. Сынок, дни наши быстротечны. Не гонись за призрачным богатством и за славой. Дешевыми успехами, сынок, кичливо упивается да слабый. За то, что руки сделали твои, за сказанное только ты в ответе. Пускай же твои скромные дела после тебя в сердцах, как звезды светят. Чем на чужбине быть царем, на родине гонимый путь и нищий. В каких краях скиталец не броди, нигде прекрасней земли не сыщешь. Рассеянный память плохая, у меня в кармане номер, как за окном. Я люблю, когда пою, не стихая, мой для этого стоит дом. Одеяло белый, зима по небу, одинокий мальчишка бредет по следу, довольствуясь вьюгой и светлым льдом, где лучше места нет, чем свой дом. Одинокий мальчишка бредет по снегу, довольствуясь вьюгой и светлым льдом, где лучше места нет, чем свой дом. Одеялом белым зима по небу, одинокий мальчишка бредет по снегу, довольствуясь вьюгой и светлым льдом. В мире лучше места нет, чем свой дом. Вот такое семейное фото у нас получилось. На сцене участники конкурса Емрадова Айгуль, город Салават. Шибапова Мария, город Уфа. Филиппова Елена, деревня Николаевка, Мухинский район. Рахимова Дина, город Уфа. Стык Оксана, поселок Узеевский, Иглинский район. Исматуллина Розалина, село Шуганово, Татарштинский район. Симаенко, город Уфа. Благодарим участников за затронутую ими тему дома и семьи. Ну а мы начинаем церемонию вручения дипломов дипломатам и номинантам конкурса, представившим произведения на русском языке. Для вручения дипломов на сцену приглашается Николай Леонидович Графов, поэт, писатель, автор
опытный исполнитель-переводчик. Николай Леонидович, просим вас пройти к нам на сцену. И диплом за силу убеждения поэтических слов вручается Михаилу Дмитриеву. Михаил Дмитриевич, есть в зале? Михаил Дмитриевич, есть в зале? Вот его. Поздравляем вас! А диплом за самобытность в создании собственных стихов вручается Анастасии Поповой! Громкие аплодисменты! Анастасия Попова идет к нам. Так, вместо Анастасии Поповой. Вы приходите, смотрите. Ничего страшного, не прекрасно. Диплом за целеустремленность вручается Диане Коваловой. Диана Ковалова, просим вас пройти к нам на сцену. Аплодисменты! Диплом за мастерское толкование темы вручается Александру Егорову! Есть Александр Егоров у нас? Есть. Диплом за создание классического образа чтеца вручается Осинцевой Ольге! Диплом за силу убеждения поэтическим словом вручается Варваре Буровой! Диплом за вдохновенность и эмоциональность речи вручается Оксане Пстыге! Ну ничего страшного, можно найти грамоту, пообщаться немножечко, поправительные слова скажите. И отправляйте записки без подарка, вас не оставят. Аплодисменты, аплодисменты еще раз. Диплом за лучшее эмоционально-логическое освещение темы красноречия вручается Вере Боржой! Ее сейчас, к сожалению, нет, но мы обязательно ей передадим. Диплом за оригинальность прочтения вручается Степану Украину! Степану Украину! Схема та же самая, подходите за кулисы, без подарка вас не оставят. Диплом за изобретательность и самобытность прочтения стихов вручается Регине Мустафиной! Громкие аплодисменты Регине! Давайте еще раз Регину! Диплом за душевность прочтения вручается Лейсан Шакировой!
таланты. И диплом 3-й степени вручается Караханян Ли! Диплом 3-й степени вручается Изиде Сафиной! Диплом 2-й степени вручается Ане Городковой! Ну и диплом 1-й степени вручается Святославу Школьникову! А теперь попрошу еще раз всех победителей выйти на сцену к нам! Бурные аплодисменты, естественно! Всех, кого вы хотите, выходим, не стесняемся! Выходим! Вот, уже вижу! А что же остальные там не стоят? Давай, выходим! Достаточно, ну что же там? Выходим! Красиво смотрит зал. Так красиво, что зрителям хотелось так громко аплодировать, что вы услышали все. Николай Леонидович, хотите добавить вообще? Ребята, честное слово, очень рады, потому что у нас есть вот такие люди, любящие художественное слово и пытающиеся сами писать новое, интересное и даже в какой-то степени необычайное. Вот я сразу воспользуюсь таким поводом, что у меня есть микрофон. Люди, которые писали стихи, представляли их сюда, я просил потом чуть-чуть задержаться, мы поговорили по поводу творчества уже конкретно, не общими словами «вы молодцы» или «не молодцы», да, а уже конкретно по самим стихам. Пожалуйста, я вас очень прошу. Да? А вас, ребята, всех поздравляю еще раз. Это здорово, черт побери. Надо сказать, у нас в молодости такого не было. Отчаянно завидую. Спасибо огромное, Николай Леонидович. Можете пройти зрительный зал. Еще раз поаплодируем Николая Леонидовича. Ну и спасибо огромное вам тоже, тем, кого наградили. Вы тоже свободны. Спасибо огромное, аплодисменты! Говорят, что детство есть та великая пора жизни, когда кладется основание всему будущему нравственного человека. А для каждого из нас детство – это пора великого счастья и безумной любви. На сцене вновь участники республиканского конкурса поэтического мастерства «Живое слово». Встречаем! Властелин нежнее, чем грива, я люблю и сквозь
что казалось миром сказки, померкло междунных забот. Игрушки не дают подсказки, несет вперед круговорот, все дальше, уводя в те годы, где был прекрасен каждый миг, там, где не знали мы невзгоды, любя героев добрых книг. А помните, как это было в детстве? Те утренники в садике и мама на платье из КПшного обреза всю ночь снежинки блестки пришивала. И бережно повешенный на стуле наряд снежинки был готов к утру. Нам в платье том казалось мы принцессы из самых-самых ярких детских снов. И верили, по-детски мы наивно, что Дед Мороз одарит нас подарком. И уплетали дружно мандарины, делили их с сестрой, а кто-то с братом. И свет в глазах искрился неподдельно. И много лет прошло, но в сердце свято храним те самые счастливые мгновения, где молоды как были мама с папой. Минем өсөн бәхет әсәй атын, хәстәрләрен күреп үтүе. Ошылардың тәрбиянең сере балаларга адап күсүе. Мин бәхетле, туган йортымдың бит, усагында уттар бүлмәгән, тәҙрә төбендәге тамсы гөлдәр, сәскә ата әле шиңмәгән. Әллә ҡайҙан һибеп киләм инде, тәҙрә аша әсәй ҡарашын. Күҙ нурҙарын һирпеп ҡарағанда, болоттарҙан сыға ҡояшын. Әсәй фатихаһы һаҡлай мине, маңлайыма яҙған һәр эштә. Минең өсөн әсәй бәләләрҙән ҡурсалаусы изге фәрештә. Детство — секретик, зарытый под старой березой. Бусину, фантик, цветочек, осколок стекла. Смех и веселье, а горькие слезы лишь от того, что бабуля домой позвала. Варя, обедать! На весольме нет аргумента, а во дворе без меня продолжают играть. Самое яркое безбашенное лето мне не забыть, но увы, не вернуть, не догнать. Детство — нотации мамы про теплую шапку, ту, что снимаешь и прячешь в портфель. Фотоальбом и с рисунками старая папка, словно в минувшей приоткрывается дверь. Хәйер, беҙҙең тормош алда әле, үҫтерербеҙ роза гөлдәрен. Бир ҡулыңды, инде үткән өсөн йәшен түкмә Зәйнәбе. Киләһе йыл был ваҡытта беҙ бүлмәлә өсәү булырбыҙ. Бөгөн булған балаһыҙлыҡ ғәме онотолор, ҡапыл йыйылыр. Зәйнәп, ниңә төшмәйһең миңә? Һаман әллә бала һөймәйһең. Аңла, Зәйнәп, һин һөймәһәң, икебеҙ өсөн үҙем һөйөрмөн. Ҡара, Зәйнәп, ана кемдәр бар, килә балаларын күтәреп. Беҙ ҙә шулай, Зәйнәп, ғорурланып, үҙ балабыҙ менән үтербеҙ. Огромные глаза, как у нарядных куклы, раскрыты широко. Под стрелами ресниц доверчивой весны и правильно округлы. Он, этот дивный мир, поистине впервые очаровал ее, как чудо из чудес. И вглубь души ее, как спутники живые, вошли и этот дом, и этот сад, и лес, и много минет лет. И боль сердечной смуты, и счастье к ней придет, но и жена, и мать, она блаженный смысл короткой той минуты, вплоть до седых волос, все будет вспоминать. Люблю из степи, по собак вздыхаю, тяжко я леплю, из пластилина приговариваем так. Если кукла выйдет плохо, позову ее. Бедняжка, если
посвященном теме детства, участвовали Альфия Фархетдинова, город Уфа. Ольга Сиксова, город Уфа. Земфира Хисамитдинова, деревня Старая Москара, Белокотайский район. Тамара Гурова, город Уфа. Роза Кишбулатова, деревня Байназарова, Бурятский район. Кристина Сакина, город Уфа. Анна Городкова, город Уфа. Александра Поликарпина, город Уфа. А мы продолжаем процедуру награждения. Для награждения дипломантов и лейтенантов конкурса «Живое слово», предоставившего произведение на башкирском языке, на сцену приглашается член жюри Венер Мунирович Камалов, актер Национального молодежного театра Республики Башкортостан имени Мустая Карима, заслуженный артист Республики Башкортостан. Но перед тем, как приступить к награждению, хочу перед вами извиниться. К сожалению, в прошлый раз я пропустил одного очень замечательного человека. Это Азильцева Ольга. Она награждается дипломом за создание классического образа чтеца. Аплодисменты! Итак, дипломом за силу убеждения поэтическим словом награждается Юнусова Айгуль. Диплом за мастерскую передачу характеров персонажей вручается Ахмадеевой Гулюзе. Хорошо. И обязательно передадим. Итак, теперь диплом за душевность прочтения вручается Дине Рафиковой. Аплодисменты. А теперь переходим к награждению дипломантов. Итак, диплом третьей степени вручается Ильдусу Киранову. Диплом второй степени вручается Гульдаре Мухаметовой. Давайте поддержим ее аплодисментами. И диплом первой степени награждается Роза Ишбулатова. Венер Мунирович, еще раз пожелаем дипломантам дальнейших творческих успехов. Мама – это первое слово в жизни любого человека. Один афоризм гласит, что мама – это синоним слова любви. Другая же цитата утверждает, что мать – это имя Бога на устах и в сердцах маленьких детей. И это слово понятно абсолютно всем жителям Земли, на каком языке они бы не говорили. Әсәй булу, ялгын һәм сикһеҙ яуаплы оло хеҙмәт. Әсәлек тойғо
Сейчас мне всего лишь годик, и я заболел немного. По комнате мама ходит и просит о чем-то Бога. Я вижу, как плачет мама. Ее так легко обидеть. Я буду здоровым самым, чтоб слезы ее не видеть. Мне 10. Подрался в школе, синяк, дневники не очень. Я маме съязвил фривольно, что ведь пацан, не дочка. Я вижу, как плачет мама, волнуюсь опять за сына. Я буду достойным самым, я должен стать мужчиной. Солнышко роняет голос золотой, Росток питается огнями, Даже вырастает мой сынок, Свет счастья и радость в маме. Мам, что ты плачешь? Чего? Ну, попал в глаз сориночка. Нет у меня дороже никого, чем тебя, сынок, моя кровиночка. Бәхәс түгел. Теләктерем телдә атайлар һәм улдар тигәндә. Атайлары карап тора алган, малайлары атка менгәндә. Атай яшьнектен кайсагыш, кайнай дөньяларын тултырып, шул сактарда бер яшькә килә. Атай кара каршы ултырып. Здравствуй, мама, опять мне снится песня твоя. Здравствуй, мама, светла как память нежность твоя. Этот мир не от солнца такой золотой, он наполнен до края твоей добротой. Ты слабеешь, в меня уходят силы твои. Ты стареешь, в меня уходят годы твои. Но все равно, несмотря на любые года, будешь ты для меня молодой навсегда. Натрудились на 10 жизней руки твои, народились под этим небом внуки твои. Ты опять колыбельную песню поешь, и во внучке своей вдруг себя узнаешь. Катын кызын олы мәгънәһе, зур бәхете әсә булган. Мөғжизә түгелме, әсәй, бәйер, өндәшһәләр ул да, кызың да. Балам диеп йөрәк янып торһа, рухи канаттарды йылытып, батыр улдар, һылыу кыздар тыуыр, киләсәк күперен нығытып. Һине күрү миңа олы бәхет. Алыҫ диңгеҙҙәрҙә аҡ елкән, әйтерһең дә, бәхет һарайына ишектәрҙе асып һин илткән. Йөрәкһенеп, һағышланып ҡайтҡан саҡта, ҡосағыңа мине алаһың. Ныҡ бул балам, дөрөҫ йәшә тип, өгөт-нәсихәттәр табаһың. Я вырос, и мне 15, гулять не пускают снова, а мне-то пора влюбляться, но мама со мной сурова. Я вижу, как плачет мама, увидев мой блог в инете. Я буду культурным самым, чтоб слезы не видеть эти. Мне 20. Женюсь, ребята! Невестка с татуировкой. Ну, мам, не суди предвзято, ей тоже уже неловко. Я вижу, как плачет мама, невестку обняв, как дочку, и шепчет: будь самый-самый, ради для него, сыночек. Маньяк сидит мне около огня, и растают колыбельные звуки. Обещай, что не забудешь меня, не забудешь мамины руки. Мама, что ты плачешь? Ничего, попал в глаз сориночка. Нет у меня дороже никого, чем тебя, сынок, моя кровиночка. Яшемешнең йөрәгемә күктәне, кана бәркән майда ытыласканы. Китте елдар юлга, кисәгеле күреп, иткә алам ошо мәлләрдә. Бала сагым өләсәйле булгас, шыгырым тулы әкият капсыгы. Үз кыдыма тапшырыр хазинам бар, өләсәйдән күңел байлыгы.
Отец мой сдает, и тревожная старость уже начинает справлять торжество. От силы былой так немного осталось. Я с грустью смотрю на отца своего и прячу печаль, смеюсь беззаботно, стараясь внезапно не выдать себя. Он, словно поняв, поднимается бодро, как позднее солнце в конце октября. Мы долгие годы в разлуке с ним были, старались друг друга понять до конца. Года, как тяжелые камни, побили. Веселое, доброе сердце отца. Когда он идет по знакомой дороге, и я выхожу, чтобы встретить его, то сердце сжимается в поздней тревоге. Уйдет. И уже впереди никого. Так трудно с годами понять, что как бы мы время не тратили, нам всем помогает дышать биение сердца матери. Ей часто обидно вдвойне, что мы не богатые временем, как будто в соседней стране, как будто ей чуждого племени. Бывает за день ни звонка, бывает неделю молчания. И тянется к трубке рука, дрожа от тоски и отчаяния. Алло, поднимаю, пропал, забегался, сильно случается. И вроде бы просто сказал, а мне все молчание прощается. И снова звонки на потом. Решая дела скоротечные, так трудно подумать о том, что мамы и все мы не вечные. Стремясь стать счастливее всех, порой забываем до бедствия, что каждый наш сущий успех мольбы материнской последствия. И снова работа и быт. Все верно. Ни капли сомнения, пока сам не будешь забыть сменившим тебя поколением. И там уже с грустью понять, сведя к одному знаменателю. Нам всем помогает дышать биение сердца матери. На сцене участники конкурса «Живое слово», прекрасно отразивших музыкально-литературной композиции темы материнства и отцовства. Артем Амедов, город Нефтекамск. Город Белорец. Дина Коровина, город Уфа. Город Уфа. Великий Конян, деревня Николаевка, Уфимский район. Бульдаш-Ярова, деревня Ахмерова, Баймакский район. Айгуль-Юнусова, город Уфа. Ясмин-Давыдбаева, деревня Алексеевка, Уфимский район. Ислам Кутбатуллин, город Уфа. Благодарим участников за душевное исполнение произведений. И сейчас наступает самый волнительный момент. Объявление лауреатов республиканского молодежного конкурса поэтического мастерства, художественного и музыкального прочтения поэтического произведения «Живое слово». Для вручения наград на сцену приглашается Гульзимия Мазгаровна Сиддикова, лауреат всесоюзного конкурса разговорного жанра, ведущий мастер сцены, заслуженная артистка Республики Башкортостан, председатель жюри. На день награждения хочу пригласить на сцену директора благотворительного фонда «Белый ворон» Мария
Приветствую Рамзелю Мухаметову! Вам слово! Подходите, принимайте сюда! Здравствуйте, дорогие друзья! Я вас поздравляю с таким шикарным, красивым конкурсом вашим «Живое слово». Вот. Ребята все удивительные, ребята все талантливые, все молодцы. Вот, значит, я представляю городской клуб «Белый ворон». И пока вот как бы тут интрига идет, я хочу сделать небольшое объявление. У нас 31 мая, 1-2 июня будет проходить республиканский большой фестиваль авторской песни «Агидель». Он у нас проходит на спортивном комплексе «Юность» внизу, где открытый бассейн. Все мероприятия бесплатные, приходите. Там очень большая, шикарная молодежная программа. Вот это будет проходить в субботу 3 числа, 3 июня. А вообще у нас в течение всего года проходят большие мероприятия, концерты. В апреле будет большой молодежный концерт. Следите за нашими программами на сайте клуб «Белый ворон». А сейчас я хочу пригласить на сцену Артема Мамедова, город Нефтекамск. Для клуба «Белый ворон» мы сделаем, поздравляем его, надеемся, что он будет одним из участников наших мероприятий клуба «Белый ворон». Так. Еще раз аплодисменты! Ну а сейчас в категории башкирского языка от 15 до 21 года лауреатом 3-й степени награждается Айзеля Юнусова! Не уходите, пожалуйста, останьтесь с нами вот здесь. Не уходите, подходите сюда ближе, оставайтесь с нами. И все, кто будут награждены, тоже прошу не уходить. А при этом лауреатом 3-й степени становится Розалина Хисматуллина! Также лауреатом 3-й степени становится Земфира Хисамидинова! А лауреатом 2-й степени становится
русский язык. Лауреатом третьей степени становится Альбина Шайнулина. Шайнулина, прошу прощения. Альбина, есть с нами сегодня? Аплодисменты еще раз. Лауреатом третьей степени становится Айгуль Гимрамова. Лауреатом второй степени становится Ясмин Давлетбаева. Лауреатом второй степени становится Анастасия Павлова. И лауреатом первой степени становится Артем Мамедов. И при этом Артем Мамедов выиграл специальный приз от республиканского журнала «Минские просторы». Аплодисменты! Артема ждет театральный вуз, друзья мои. Поддержите меня. Категории башкирский язык 22-35 лет. Получается, у нас только лауреат первой степени Салтык Батурин. А сейчас будет награждение в номинации «Художественное чтение авторского поэтического произведения». И в категории «Русский язык 15-21 лет» лауреатом третьей степени становится Александра Политавкина. Лауреатом второй степени становится Гульшат Нигматуллина. Есть Гульшат? Ну, видимо, нет ничего страшного, ее признать. Да. Ну и лауреатом первой степени становится Эрика Дусилова.
И лауреатом третьей степени становится Нарке Сулейманова! Лауреатом второй степени становится Гульдар Чьянова! Поддерживаем! И лауреатом первой степени становится Фидариш Баева! Категория 22-35 лет. Русский язык. И лауреатом третьей степени становится Ильдар Исмагилов! Мы очень слабо, что вы поддержали Ильдара. Давайте покруче! Лауреатом второй степени становится Елена Филиппова! Лауреатом первой степени становится Рафик Минибаев! Ничего не мог, и тоже дойдет. А сейчас за музыкальное прочтение поэтического произведения лауреат второй степени становится Рамиль Амзалов! И дальше вместе с Рамилем лауреатом второй степени становится Альфия Фахретдинова! И лауреатом первой степени становится Дина Карулина! На этом все. И продолжаем сейчас громко, дружно и все вместе еще раз поддержать победителя лауреата! Лауреаты, поаплодируйте сами себе тоже! Ну что же, мы поздравляем вас и желаем огромных творческих успехов и просим громко
вы чуть-чуть ниже, те, кто И спереди. спецприз Наркес Сулеймановой вручается от газеты «Истоки». Шарик Твердят, вначале было слово, но я провозглашаю снова. Все начинается с любви. Все начинается с любви и озарения, и работы. Глаза цветов, глаза ребенка. Все начинается с любви, я это точно знаю. Я в глазах твоих утону. Можно? Ведь тонут в глазах твоих счастья. Подойду и скажу тебе: здравствуй, я люблю тебя очень. Сложно? Нет, не сложно. Любить — это трудно. Очень трудно любить, веришь? Подойду я к обрыву. Круто. Буду падать, поймай, успеешь? Только мне без тебя плохо. Я хочу быть с тобой, услышишь, ни минуты, ни месяца, а долго. Я хочу быть с тобой долго, очень долго, всю жизнь, понимаешь? Я ответа боюсь, знаешь. Ты ответь, но только молча. Ты глазами ответь. Любишь? Если да, тогда обещаю, что ты самым счастливым на свете будешь. Если нет, тогда умоляю, не кори свои взгляды в дом, не тяни за собой вон, пусть другую ты любишь, ладно. А меня хоть немного смотришь, я любить тебя буду. Можно? Даже если нельзя, буду. И всегда я приду на помощь, когда будет тебе трудно. Для счастья вовсе не нужна причина. Его не нужно истово. Но и пока все собираются, хочу сказать пару слов. Дорогие друзья, берегите друг друга, любите друг друга во что бы это ни стало. Извините, прямо сейчас маме просто важно услышать ее голос. Скажите ей, как вы ее любите. А потом посвятите ей стих. Ведь слово, оно живое. С годом среди вас! Вертится планета Земля. Ни при чем, как будто бы ни при чем. Нам зовет любовь руля. Душе моей радость пустил под берег. Смотри, как искусно под музыку реки подует она, подует она, подует она, подует она, а как подует она. Краски взять, скажи мне, где краски взять? Столь пустой, любые слова. Благодать, я чувствую благодать. Ото сна, очнувшись, едва. Душе моей радость пустила под берег.
Мы с